Доброе утро, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Милли мультфест Республика Балалар кинофестивалі финалына бағышланған матбуғат конференциясын башлап жіберебіз. Һәм біздің бүгінгі спикерларыбыз. Рамиль Шыңғызұлы Тұхфатуллин, Милли мультфест Республика Балалар кинофестивалінің сыңа жетекшісі һәм жюри рәисе, Татарстанның халық артисті, Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясы әгъзасы. Миләүшә Ләбиб-кызы Айтуганова, Милли мультфест Республика Балалар кинофестивалінің башкарма директоры, Татар кино оешмасы директоры һәм Сергей Владиславович Киатров, Милли мультфест Республика Балалар кинофестивалінің жюри әгъзасы, Татар мультфильм оешмасының баш режиссеры, Казан дәүләт мәдәният институтының кино һәм телевидение режиссурасы кафедрасы укытучысы. Беренче сорау, Рамиль Шыңғызұлы, сезгә. Сез әлеге проектның идея авторы буларак, ни өчен менә мультфильмнарны сайладыгыз һәм аның дәвамы булачакмы? Һәм сезнең күзаллау буенча нинди булачак? Biz nihayet finalga җиттек. Менә апрель ayında 22 апрельдә безнең финал үтәчәк. Һәм идея килгәннән бирле һәм шул дәврендә һәм бүгенге көндә без инде бер нәрсәгә инанабыз һәм зур теләк белдерәбез, бу фестиваль дәвамлы булсын дип. Һәм хәтта аның беренче адымы республика күләм булса, алдагы таба адымнар инде ул Рәсәй күләм һәм киләчәктә дөнья күләм фестивальгә әверелсә, минемчә бу без максатка ирешәчәкбез дип ышанасы килә. На русском языке вам говорить? Да. Мы с самого начала, когда эта идея, скажем, уже она витала в воздухе уже десятилетиями, цели, задачи были раскрыть, найти таланты в Республике Татарстан в направлении анимации, кинематографии и компьютерных игр. Мы проделали достаточно большой путь. Я, пользуясь случаем, конечно, хотел бы поблагодарить всех участников нашего великолепного фестиваля Милли мультифест. Все с воодушевлением подошли к этому фестивалю, очень старались, присылали очень много работ. Вся республика жила этим фестивалем, и сейчас мы приближаемся к финалу. У нас 22 апреля состоится заключительный финал, гала-концерт. Его, может, наверное, нельзя назвать, но это будет как раз большое торжество. Наши задачи на перспективу мы изначально планировали так, чтобы этот фестиваль обретал больше участников и имел статус как и российского, а может в перспективе международного. Вот поэтому мы, еще раз говорю, благодарны всем участникам этого фестиваля, всем руководителям, потому что мы посмотрели, как из детских садов и в школах, и студиях они ждали такого момента, то есть все вроде бы занимались анимацией, но не могли себя и прорекламировать, и показать себя. Здесь, когда воедино мы превратились в одну команду, поэтому у этого фестиваля, я думаю, что очень большие перспективы. Мындай мультифест турында сөйләшкәндә, әлбәттә, җылмаеп сөйләшәс килә, чөнки дөрестән дә без балачактан ук үзебез мультфильмнар карап үскән балалар. Без беләбез, ничек ул тәэсир итә. Бигрәк тә безнең максат итеп куелган комиссия кысаларында максат итеп куелган безнең туган телебезне, татар телебезне саклап үстерү мәсьәләләре. Һәм инде әлбәттә менә бу безнең фестивальдә ул иң беренче ратта чагылды. Безнең барлык мультфильмлар татар телендә. Татар мөхитен тасвирлый торган. Шуңа күрә инде мин чын күңелдән барысына да рәхмәт әйтәсем килә. Рәхмәт, Миләүшә Ләбибовна. Әлеге быелгы конкурска гомумән ничә эш килде һәм финал өлешенә әзерлек ничек бара, тамашачылар җиңүчеләрнең эшләрен кайдан һәм кайчан күрә алачак? Хәерле көн, исәнмесез. Без бик шатбыз. Бүген безнең шундай матур мизгелләр, без әле мультфильмда күрсәтербез. Әйдә башта ниндидер кәйф бирер өчен бер мультик күрсәтик әле. Бу мультфильм нәкъ менә шул балалар эшләгән.
Кайсын без бирәбез хәзер? Буа шәһәреннән Вахитов исемендәге гимназия тәкъдим итә. Әйдәгез, карыйк әле шул мультфильмны. Әнием, минем дә телевизордагы кебек нәни песием булсын иде. Син аны көндә карарга тиеш буласың, кызым. Бер вакыт бу песидән туйсаң, нишләрсең? Аны кая куярсың? Син мине тыңларга теләмисең, теләмисең. Кызым, Син мине яратмыйсың. Кая электем мин? Син китап эчендә. Китап? Әйе, китап дөньясына кердең. Кайтасың килсә, өйгә кайтырга теләсәң, шул турыда гына уйла. Кайтырсың. Рәхмәт. Мин кайтмыйм әле. Нигә? Анда әни минем эшләргә теләми. Мин сиңа бер хәлне сөйлим әле. Тыңла. мәдрәсәләрдә китап киштәсе сак белән сукның бәетен ишетәсе. Бабай, кемдер елый түгелме? Әйе, шул кызым, мин дә ишетәм. Нәрсә булды? Нигә елыйсыз? Балаларым белән сүзгә килдек. Алар чыгып киттеләр. Хәзер очраша да алмыйбыз. Сагынам үзләрен. Начар. Бабай, миңа каләм бирче. Яфрак селкенде, искән җил белән, саксы очрашты, әнисе белән. Каргыш начару, шуны белегез, әни янында рәхәт күрегез. Әни янында рәхәт күрегез. Минем өйдә бер эшем бар әле. Менә шулай. Әни! Әнием, кешер мине, гафу ит. Мин сине бик яратам. Кызым, акыллы минем. Әниләрне рәнҗетмәгез. Ана каргышы төзәтеп булмаслык бәхетсезлекләргә китерә. Ну вот, это абсолютно детское творчество. Балалар эшләгән мультфильм. Шуңа күрә без инде шул мультфильмнарны алгач шаккаттык дип әйтергә дә була, чөнки шундый фикерләр белән яшиләр балалар. Тулаем алганда, отвечаю на вопрос, было получено 389 заявок, из них 56 работ вышли в шорт-лист. В шорт-листе у нас 26 анимационных фильмов, 17 короткометражных и 13 компьютерных игр. В общей сложности 56 работ. Илле алты эш шорт-листка керде, менә алар арасыннан инде безнең лауреатлар булачак. Лауреатлар
Һәр бер номинацияда 3 приз. Беренче урын 100 мең сум, икенче урын 70 мең сум, өченче урын 50 мең сум. Менә шундый призлар балаларга. Һәм анда без әлбәттә инде әлегә балалар гына түгел, чөнки әлбәттә инде без һәр номинациядә күрәбез, анда тәрбиячеләр дә бар, анда укытучылар да бар. Шуңа күрә кайбер номинацияләрдә без бу урыннарны бүлдек. Ягъни, мәсәлән, анимациядә балалар бакчасы бар һәм мәктәпләр бар. Кыска метражлы фильмны әлбәттә инде ул балалар эшләгән фильмнар гына, ләкин без аны бүлдек документаль һәм игровой, нәфис фильмнарга. Өченче номинация компьютер уеннары, анда тәрбиячеләр һәм мәктәпләр укытучылары эшләнгән уеннар, ягъни, мәсәлән, татар теленә өйрәтү һәм инде балалар үз эшләгән. 3 номинации. Первое — это анимационные фильмы. Там мы разделили на 2 подгруппы. Первый — это дети детских садов, совместно, видимо, со своими воспитателями делали мультики. Вторая в этой номинации группа — это сами дети, школы, школьники и школы-студии анимационные. Во второй номинации короткометражный фильм у нас деление на документальные и игровые. И в третьей номинации мы также увидели, что многие воспитатели и учителя начальной школы формируют такие программы, обучающие в анимационном формате. Поэтому мы там тоже определим победителей среди педагогов и среди детей. Еще очень интересное направление есть фольклор детский. Это тоже у нас идет как бы отдельным направлением, потому что спецноминация. Это удивительный тоже пласт со стороны детей. Они участвуют, изучая самодеятельно в кружках и танцы, и песни, и бәйит, и манаджаты. Шуңа күрә инде ул безнең өчен бик әһәмиятле бер ни булачак, архив булачак. Һәм ул балалар бакчасына таратырга да мөмкинлек булачак аларны. Бу безнең үзебезнең татар фольклорын, җыр, моңнарын популярлаштырыр өчен, минемчә, бик матур ысул булачак. Еще отдельно я хочу сказать о финале. У нас тоже необычный финал. Безнең 2 көнлек финал була. Беренче көнне без лауреатка дәгъва белүчеләрне без Байтик лагерена җыябыз. 2 көн вакытында алар Байтикта мастер-класслар һәм жюри әгъзалары белән очрашулар булачак шунда. Һәм инде безнең зур программа алар өчен 50 кеше җыябыз без Байтикта. Алар шул 2 көн арасында Шаян ТВ-га да баралар, чөнки безнең бер тапшыру була Шаян ТВ-да. Алар үзләренең мультфильмнарын күрсәтеп, киноларын күрсәтеп, берникадәр презентация һәм шул эфир вакытында, 2 сәгатьлек эфир вакытында безнең приз зрительских симпатий, ягъни тамашачы мәхәббәте призы билгеләнәчәк. Шул ук вакытта икенче көнне без Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенә барабыз. Анда тантаналы рәвештә бөтен бүләкләрне тапшырабыз. Анда шул зур чара була. Һәм шул 2 көн арасында безнең берничә мастер-класс була. Беренчесен безнең жюри әгъзалары, мәсәлән, Сергей алып барачак, һәм безнең Машковцев килә. Машковцевны белмәсәгез, ул продюсер, директор киностудии «Союз мультфильм». Борис Машковцев специально приезжает к нам в лагерь Байтик, где, кроме того, что он член жюри и сейчас отсматривает шорт-лист, он большой мастер-класс для деток наших проведет. Вы знаете, наверное, что в Альметьевске открыт филиал киностудии «Союз мультфильм», и как раз Борис Машковцев при открытии этого филиала был в Альметьевске. С удовольствием приезжает к нам и делится своими мастер-классами с нашими детьми. Вообще у нас в жюри, кроме Бориса Машковцева, есть еще один неизвестный вам, наверное, человек. Это Адай Абельдинов. Он руководит
творческим производственным объединением «Анимационное кино» при Казахфильме. Он режиссер-аниматор, и очень много мультфильмов, которые он делал со своей командой, были на многих фестивалях. У него очень большая фильмография. Он тоже сейчас в основном мультфильмы на казахском языке. Сейчас он отсматривает наш шорт-лист, и тоже приветственное слово будет в онлайн-режиме. Вот. Да, на русском языке. Значит, у нас финал необычный. Мы всех детей, которые попали в шорт-лист, их работы попали в шорт-лист, приглашаем в лагерь «Байтик». Это IT-лагерь недалеко от Казани, около санатория «Крутушка», где второй раз мы уже их собираем. Первый раз были дети просто из районов и городов Татарстана, которые увлекаются анимацией, компьютерными играми и фильмами. В этот раз мы приглашаем только тех, чьи работы вошли в шорт-лист. И в этой программе у нас двухдневные много мероприятий. Одно из них – это в тот же день, когда они все соберутся в Байтик, мы их вывозим на телеканал Шаян ТВ, совместно с которым мы, собственно говоря, и работаем, и для кого мы работаем. Все эти мультики, естественно, будут на Шаян ТВ. И двухчасовая программа на телевидении в рамках канала Шаян ТВ определит приз зрительских симпатий. То есть они все свои мультики будут показывать, и зрители будут голосовать, чей мультик лучше. Вот так у нас будет определен приз зрительских симпатий. В дальнейшем все мультфильмы и фильмы короткометражные будут переданы на Шаян ТВ, и они будут показаны на этом канале, я думаю, неоднократно. То есть получается, что победитель будет определен именно зрителями? Нет, это приз зрительских симпатий. Приз зрительских симпатий. То есть у нас 3 номинации основных. Есть специальная номинация, о чем сказал Рамиль Чингизович, это детский фольклор. Это работы, которые мы не ожидали получить. Они присланы были на короткометражное кино, но это не кино. Понятно, что это не кино, потому что в детских садах проводят утренники, посвященные именно обычаям татарского народа, о ценностях, о каких-то очень известных, на основе сказок известных. Вот они прислали нам вот такие, как утренники мы их называем. Вот мы их собрали в одну спецноминацию, называется «Детский фольклор». И приз зрительских симпатий будет определен совместно со зрителями телеканала Шаян ТВ. Спасибо. Сергей Владиславович, подскажите, пожалуйста, как вы оцениваете общий уровень работ? И еще один вопрос. Рассматриваете ли вы участников данного конкурса в качестве будущих абитуриентов, студентов Казанского института культуры? Ну, работы удивили, потому что действительно, когда мы только начали смотреть, да, там вот эти совсем маленьких работ, которые были, ну, очень, очень примитивно сделаны, а впоследствии с каждым новым просмотром работы удивляли, и это такой действительно хороший уровень то есть есть потенциал развития вообще анимации в Татарстане однозначно. Если много-много лет шутили, да, звезда татарского мультфильма, так говорили про то, чего не может быть вообще. Сегодня это абсолютно не шутка, это есть звезды татарского мультфильма, и даже среди таких маленьких детей. Самое главное, что вот сам фестиваль – это очень хорошая площадка для того, чтобы показать свои работы, потому что мультфильмы многие делают, ну, в садиках, вот в школах какие-то кружки есть, но это делается вот для маме показать. А тут есть возможность на таком побороться за приз и показать свою работу, посмотреть другие работы, объединиться. Вот в Байтике тоже, да, здорово, ребята собрались, и у них, ну, такой вот интерес. Огромные... Наш фестиваль, он имеет огромную, ну, важность для педагогов, которые занимаются вот именно анимацией с детьми. Потому что анимация – такой же вид искусства, как и все остальные. То есть просто художники, как и живопись, да? Просто художники-аниматоры, они рисуют еще и во времени. То есть, мультфильм – это такая же картина, которая должна быть понятна зрителю, да, но она во времени, да, это такое кино. И сегодня анимация, конечно же, ну, это... То есть сегодня анимация и фильм «Аватар», да, это мультфильм, в принципе.
Там люди так чуть-чуть. Там все нарисовано. Фоны, персонажи, все. Это тоже мультфильм. Просто мультфильмы бывают разные. И есть, конечно, уровень Диснея, там, Пиксара, к которому надо стремиться. Но есть мультфильмы, которые там и всякие, ну, может, не очень хорошие примеры, «Масяня» или там «Южный парк», да, которые также популярны. Но сделаны они по качеству намного ниже. Но, тем не менее, это все такое же искусство. Это как сравнивать, не знаю, там, Шишкина и, не знаю, ну, какого-нибудь карикатуриста, да, который тоже вот и тот, и этот художник, и они имеют право все на свое. Да, и мультфильмы были представлены в разных технологиях, действительно, очень много было, конечно, пластилиновых, кукольных и вот рисованными, которые смотрели, то есть был даже мультфильм, сделанный в 3D, и, кстати, не один. Ну, в 3D-графике, то есть вот. Про кадры можно сказать, что да, конечно, это, ну, я уже сказал, что анимация, она востребована во всем, в кино, в телевидении, то есть любая компьютерная графика – это тоже немножко анимация, и поэтому потенциал, который, ну, дети должны иметь возможность и в этом тоже иметь такое образование, чтобы работать и вот в анимации, в кино, потому что в кино сейчас все анимировано, компьютерная графика, это все тоже… Это очень родственные, близкие профессии, востребованные в кино. Спасибо. А в каких все-таки вот технологиях больше сделано мультфильмов? Кукольных, рисованные, 3D и вообще какие еще есть? Это называется стоп-моушен. Это, да, пластилиновая анимация в основном. Да, потому что это самое доступное, самое простое и, кстати, самая удобная техника, в которой надо учиться анимации, это именно стоп-моушен. Кукольная анимация. Есть стоп-моушен классический, такой объемный, есть стоп-моушен, когда делается, допустим, даже из бумажек вот можно, то есть персонажи, когда нарисованы, нарезаны. Да. Вот, и это все очень удобно для обучения. Очень важно получить быстрый результат, потому что вот там 20 лет назад, да, мультфильм сделать было невозможно без высоких технологий. Это было абсолютно недоступно, то есть мощные компьютеры были нужны, либо специальное оборудование. Особенно, когда это снимали еще на пленку, это было вообще недоступный. Сергей, а вы помните те времена, когда пластилиновые мультфильмы вообще шедеврально считались? Это на самом деле… Да, Ну то да. есть шедевральное. То есть я просто был удивлен, вот есть по республике, Республика Монча-Юрганда, это было удивительная вещь, что действительно, ну, более 50% уделили внимание именно пластилиновому мультфильму. Но это же удивительная вещь, это каждый лепет, они оживляют их. Вот я хочу сказать, что именно, вот, если дети выбирают этот метод, мне кажется, он самый правильный. И не надо их, в общем-то, ориентировать. Кто захочет идти в другие технологии, он пойдет. А пластилин, он же своя изюминка в этом есть, хочу сказать. Ну, кукольная анимация, если посмотреть на фестивали, например, большие, да, в Суздале, например, или там Таёшкино фестиваль, там тоже, конечно, доминирует в основном пластилиновая анимация, кукольная. И надо признаться, что пластилиновая и кукольная анимация при наличии компьютерной графики, она нисколько не вымирает. То есть и даже большие режиссеры до сих пор снимают кукольные анимационные фильмы. И есть целая компания, например, Лайка, да, которая, ну, это их основной стиль развития. Я еще, знаете, что хочу сказать? Тағын бір айтайын енді, татарларға да, орысларға да қызық болар. В разрезе районов. Біздің республикадан 26 район шорт-листқа ілікті. 26 районнан ішлер шорт-листқа ілікті. Біз 4 зона этапларын өткерген едік. Зәйдә, Ақтанышта, Буада һәм Казанда. Һәм ең актив районнар Яршалы, Мөслим, Буа, Казан, әлбәттә инде Казанда күп, Арча, Минзәлә, Азнакай, Актаныш. Менә бу районнарга аерым рәхмәт итәсе килә, чөнки алар балалар белән менә көн сайын шөгыльләнәләр бу әйбер белән. Без белмәдек, никто не знал до этого времени, до этого фестиваля, что в республике столько детей, которые занимаются анимацией, кино и компьютерными играми. У нас только в шорт-лист попало 26 районов республики. То есть это вся палитра республиканского участия здесь представлена. И продолжая тему
анимации, которая сделана в пластилине, мы хотим показать один очень короткий мультфильм. Этот мультфильм, у нас есть он, Шурали? Сделан был в вот «Рыбная слобода», Центр детского творчества. Очень смешной мультфильм. Это такая, как ремикс на сказку Шурале, которая у нас всем известна. Кстати, без татарского языка, просто на музыке. Ай-яй-яй-яй-я. А можно еще спросить, какой продолжительностью обычно вот те, которые представлены, какой продолжительностью эти мультфильмы? Ну, там очень большой разбег, там были мультфильмы, которые там, по-моему, 45 секунд умещались. И был мультфильм, который был 20 минут. Ну, мы на самом деле первый год не стали ограничивать и не стали форматировать даже по хронометражу, потому что мы на самом деле вначале не понимали, сколько таких детей, которые вообще что-либо делают в этой области. И первый фестиваль показал, что это такой нетронутый был пласт до сих пор, который мы вот взбудоражили. И все районы практически, вот я вам сказала, только шорт-лист 26 районов, а из представленных работ 389 в первый год – это очень большая цифра. Поверьте мне, потому что это же каждый мультфильм надо сделать
каждое кино надо снять. Мы даже на Казанском международном фестивале мусульманского кино со всего мира получаем от 400 до 900 заявок. А здесь с республики детский кинофестиваль собрал 389 заявок. Это очень большое количество для нас. Я даже, это была цифра на какой-то там, наверное, может, даже еще и больше. Это у нас такая зафиксированная была цифра, потому что потом еще доходили, я думаю, что 400 точно было. А хронометраж мы не ограничивали. И вообще положение будет меняться. Мы надеемся, что фестиваль будет масштабироваться. И вот когда уже будет новое положение, мы, естественно, немножечко конкретизируем условия, требования, и будут уже немножко, регламент будет, да. Я вот хотел по поводу пласта сказать. Пласт слово же такое, вообще разностороннее, его можно везде применять. А вот это действительно пласт, который созрел. Он долго себя ждал. Он долго ждал, чтобы вот так выплеснуться и вырасти. Поэтому вот Сергей Киатров сейчас уже говорил об этом. Этих детей нужно воодушевлять, этих детей нужно обязательно давать им шансы дальше продолжать работу. Потому что для них очень важно, что их покажут по телевизору. Для них очень важно, что на них обратят внимание. Шуңа күрә безнең балаларыбызга иң беренче чиратта җылы сүз кирәк һәм игътибар кирәк. Һәрберебезгә шикелле. Мы отвечаем на запрос районов, а запрос был такой, чтобы в течение следующего года, до объявления там результатов следующего фестиваля, мы по республике провели школу анимации, чтобы во всех районах, где более или менее это вид искусства развивается, вместе с педагогами мы провели там такие школы анимации, школы кино и анимации. И я думаю, что Алла берса без бой бирге барыбыз. Агар инде Марат Готович Ахметов, безнең комиссия җитәкчесе хупласа бу идеяны, без әлбәттә районнар буенча әле йөрәчәкбез. Вот в основном это была командная работа или же были одиночки? И вот еще такой вопрос. Вот самый младший участник, вот сколько ему и откуда он? Самому младшему 6 лет, но это была не личная его работа, а был детский сад. То есть там группа ребят, которые сделали этот мультфильм, коллективный труд. Там много было таких 6-леток. Мы думали, что с 7 лет начнем, но нам 6-летки прислали. Это в основном детские сады. Список можно будет посмотреть, но могу приблизительно сказать. Вот хотел сказать именно вот о компьютерных играх. Мы сейчас немножечко хотел акцентировать на этом. Вот удивительные люди, которые сделали этот продукт. Они даже визуально очень интересные ребята все. Вот такие, мы их раньше называли ботаники такие, да, в очках они. Шулка кызык, шулкадар теге акыл менә алардан шундай иңеп тора инде, күренеп тора инде алар инде киләчәктә я зур математик, я физик булачаклары алдан күренеп тора. Шуңа күрә бу бит мәсьәлә бәйле аларның булачак кәсепләре белән. Менә син башта йотқы саласың, аларны кызыксындырасың, а киләчәктә аларны ул кәсепкә әйләнергә мөмкин. Һәм әлбәттә инде уку йортларына да керергә мөмкинлек бүген бар. Менә аларның остазлары шундый улпат безнең Сергей Киатров шикелле аларның укытучылары бар. Шуңа күрә бу төрле якка да үсәргә, үсеш алырга мөмкинлек тудыра торган фестиваль бу. Отвечаю на ваш вопрос по поводу детских садов. Елабуга, Чудо-кадрики, мультстудия. Мамадыш, Кояшкай, детский сад, Кояшкай называется. И Актаныш, первый детский сад. Вот там были 6-летки. Спасибо. Еще вопросы? Сұрауым бар еді Татар-информнан Зелен Бәрәкшина. Менә кинофестивальда миллилек ни дәрәҗәдә исәпкә алынды? Монда мультфильмнарның татар халык әкиятләренә нигезләнергә тиеш идеме алар? Менә ничегрәк бәяләдегез? Миләүшә Ләбиевна әйтеп китте инде ул, без теге катгый таләпләр куймадык, әлбәттә. Беренче безнең максат барлау иде бит балаларның талантларын ачу иде аларның. Регламентта юк, таләпләр дә юк, ләкин теләк бар иде. Без теләкне белдердек. Әгәр дә ул милли рухта булса, әлбәттә аның нигенә инде өстенлеге булачак дип. Шуңа күрә монда күп кенә әкиятләргә нигезләнеп эшләнгән мультфильмнар җибәрелде. Киноларда бераз бар, компьютер уеннарында да бәйле рәвештә бар. Бу әйтәм беренче башлангыч, беренче карлыгач дип әйтәс килә хәтта. Инде ул алга таба инде әлбәттә катгыйрак таләпләр дә булырга тиеш. Катгый рәвештә тел булды. Татар телендә генә кабул иттек. Темалары ул кадәр язылмаган иде. Шуңа күрә монда рус әкиятләре дә бар иде, татар теленә тәрҗемә ителгән. Менә мәсәлән,
Бұл бит енді шуарлы тауық, сіз аны білесіз, бұл бит енді рус... Данка, Горький, Старуха и Зергиль на татарский язык перевели. Сделали компьютерный, да, это мультфильм? Да. Компьютерный же, да, там 3D, по-моему. Очень своеобразно. Но мы все мультфильмы покажем, лучшие покажем на нашем гала-концерте. Тоже надо сказать несколько слов, что это будет тоже необычная такая церемония, потому что, во-первых, мы онлайн хотим прямо на сцене показать компьютерную игру, лучшую, которая занимает первое место, и покажем 3 самых лучших мультфильма прямо на сцене. То есть это будет такая вот история, которая не концерт, не там необычный какой-то награждение, там, когда очень много людей выходит и им там раздают подарки. А это будет такая очень аудио-видео-визуальная история, так скажем. Такая будет. Это удивительный жанр, хочу просто добавить, на русском языке, где искусство и технические возможности воссоединяются, создается художественный продукт. Поэтому эти дети, которые создавали этот продукт, они особо ценны. То есть они и творческие, и технически продвинутые дети. Tamam bir sorum var idi. Менә бу мультфильмнар киләчәктә ШНТВдан тыш ачык кулланылышка чыгар микән, мәсәлән, YouTube каналларга? Әлбәттә, иң беренче чиратта без ШНТВ өчен эшләдек моны. Чөнки булай җыеп кына алу, ниндидер бер әйтик, бер аккаунтка дип әйтик инде, ул аның максаты киңрәк. Чөнки ШНТВның анда да бит инде кытлык бар мультфильмнарга. Айрым алганда ШНТВда күп кенә мультфильмнар тәрҗемә ителә. Мәсәлән, шул Фиксики анда һәм Маша и Медведь и так далее. Безнең максат нәкъ менә балаларның иҗатын күрсәтергә һәм аларны ниндидер мотивация кирәк. Җирле продукт безнең балалар эшләгән, әлбәттә алар үзенең мультфильмнарын, киноларын экранда күрсә, аларның тагын да эшлисе кирәк. Күңел күтәрелеп китә. Халил Шамиль, Татаринформ. Если вы помните, вы должны помнить, в советскую эпоху, в нашем детстве, по дворам ездили автобусы, так называемые колобки, где показывали мультфильмы во дворах. Вот, может, стоит вернуть, то есть пойти в этот формат опять назад. И по республике есть на таком автобусе с авторами, причем с детьми. Мы же не случайно... Чтобы обратная связь была. Мы же не случайно Татар-кино, прокатная организация. Естественно, все эти мультфильмы пойдут в прокат сейчас. Нет, в прокат. Он говорит, мобильные автобусы. Я имею в виду кинопередвижки. Да, классно. Отлично просто. Реанимировать это. У нас 29 кинопередвижек по республике Татарстан. Весь этот материал... Ну, значит, передвижки покрасить. Смотрите, я вот прям реально сейчас вспомнил, да, как это было. Я реально вспомнил, они причем приезжали во дворы, объединяющие дворы, 5-6 дворов. И это автобус, музыка звучала. И вот мы все бежали туда и смотрели, там по 10, по 15 человек заходишь и смотришь. Все, Рамиль Чингис. Ой, прям завелся я. Вот реально, действительно, я вспомнил это. Это же вот ассоциативный ряд сразу такой. Еще вопросы, пожалуйста. А вот хотелось бы, чтобы вы сказали, какие призы получат, да, вот победители. И дети сами придумывали какие-то необычные истории. Ну, вот есть ли такой пример, когда вот ребенок или там студия придумали необычную историю? Или в основном это вот пересказ уже сказок каких-то? Ну да, я хочу сказать, что практически было очень мало мультфильмов, которые бы, брали сказку и делали, как она есть. Все время была какая-то легкая фантазия. И вот, пример был сейчас «Шурале», да, когда как-то делают шоу из истории. И это основная задача, которую мы должны вот и дальше в будущих фестивалях донести, да, то, что именно в мультфильме, и вообще в кино, наверное, самое главное – это идея. Идея, именно история, которая... То есть мультфильм любит за историю. Вот не за качество, не за картинку. Мультфильм любит за историю. То есть есть много примеров крутых компьютерных мультфильмов, которые ушли в никуда вообще. А есть примеры очень простых мультиков, да, которые популярны много-много лет и выходят с сериалами годами прямо. Вот. И
Ну, есть там истории. Например, детки сочинили историю про то, как делают такие, значит, из снега. Причем это, по-моему, был мультик, который из ваты, что такое был там, да? Ну да. Из снега, коршерчик. Тебе понравился очень. Да, про снеговиков. Да, и как там именно друзья появляются на основе этого. Были экранизации, например, там экранизировали какое-то произведение, то есть местного писателя, да, где шурале учили читать, например, там тоже такая история есть. Есть такие креативные, то есть, скажем, современные. Поэтому разные направления есть. Но в основном мы, в принципе, говорили же тоже, может быть, и мы немножко вот с этой стороны немножко поднажали. То есть все-таки хотелось, что на основе сказок, историй татарских, потому что это же очень сложно, это первый этап. Поэтому люди старались все-таки где-то нащупать татарскость в чем-то. Ну, Рустам Нургалевич, когда открывал филиал Союзмультфильма, он сделал заказ. Если вы поднимете эти публикации, как Рустам Нургалевич был на открытии филиала Союзмультфильма в Альметьевске, он сказал: вам социальный заказ 200 сказок татарских. Пожалуйста, экранизируйте, сделайте мультики. Поэтому, наверное, в первый год мы сделали акцент в том числе и на татарские сказки и получили, наверное, где-то не более 20 сказок. Все остальное – это оригинальные темы. Еще вопросы? А я же сказала про призы? Все сказали. Или на татарском я сказала? 3 номинации. В каждой номинации первое место 100 тысяч рублей, второе место 70 тысяч рублей, третье место 50 тысяч рублей. Тағын сұрауларыңыз ба? Сұраулар тәмам. Тамам. Хамат Булат конференциясы да тәмам. Бик зор рахмат. Спасибо.